Добрый вечер, друзья! В эфире телеканала «Осетия и Риштон», передача «Спортивный интерес». С вами сегодня я, Кристина Кокаева. В ближайшие полчаса мы с вами поговорим о вольной борьбе, о триумфе КамАЗ-Мастер на ралли Дакар и, конечно же, о футболе. А начнем мы, как всегда, с главного на этой неделе. Арнела Хитеева стала лучшей на международном турнире по боксу в Сербии. На Кубке наций в финальном поединке Хитеева одолела соперницу из Хорватии. И по итогам турнира Арнела была признана лучшей спортсменкой. В Тель-Авиве проходил турнир мировой серии по дзюдо Гран-при Израиль. В весовой категории до 81 килограмма победу одержал наш Аслан Лапинагов. В Красноярске прошел один из главных турниров по вольной борьбе, так называемый Ерыгинский турнир. Сборная Северной Осетии во главе с Хетагом Газюмовым выступила по-настоящему триумфально. Сразу 4 золотые медали в копилке остинской сборной. Ну и, конечно, мы не могли не подготовить сюжет об этом. Георгий Гасиев, тебе слово. На минувшей неделе в Красноярске завершился ежегодный турнир Гран-при Иван Ярыгин. Сборная Северной Осетии отправилась на первый старт в 2020 году в самом боевом составе. Освобожден был только двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков. В первый день соревнований на ковер вышли борцы в весовых категориях 57, 61 и 70 килограммов. В наилегчайшем весе Осетию представляли Азамат Тускаев и Александр Сабанов. Они успешно преодолели стадию квалификации. Тускаев оказался сильнее Расула Калиева, а Александр Сабанов в упорной борьбе одолел Виталия Оруджева. На стадии 1/8 остинские вольники сошлись в очном поединке, и дальше прошел Тускаев. Счет встречи 6-0. В четвертьфинале соперником Азамата был действующий чемпион России Рамис Гамзатов. В самом дебюте встречи Тускаев вышел вперед. После перерыва Гамзатов смог сравнять счет. Уровень напряжения возрастал, и лучше с нервами совладал Тускаев, набрав еще 1 балл. Итоговый счет встречи 4-2 в пользу Азамата. Победил Азамат Тускаев. В полуфинале Тускаев встретился с представителем Бурятии Жаргалом Дадминовым, которого он выиграл со счетом 3-2 и вышел в финал. В решающем поединке остинский Мухач встретился с молодым и перспективным Ахмедом Идрисовым. Потратив 1 минуту на разведку, Тускаев бросился в проход и выполнил 4-бальный бросок. Выиграв первый период 6-0, остинский вольник боролся от счета и старался гасить атакующий пыл Идрисова. Одну атаку дагестанец все же провел, но этого было недостаточно. Он рисковал и пренебрегал защитой. Счет встречи 10-3, и Азамат Тускаев стал победителем турнира. В весовой категории до 70 килограммов в борьбу вступили Алан Кудзоев, Чермен Валиев и Давид Баев. Первый на стадии квалификации уступил тувинцу Сад Арбаку, которого в четвертьфинале из борьбы за золото выбил Давид Баев. Чермен Валиев уступил в полуфинале хозяину ковра Исраилу Касумову, а Давид Баев вышел в финал благодаря победе над Евгением Жербаевым. Таким образом, в главной схватке ковер разделили Касумов и Баев. Очевидным фаворитом был чемпион мира, и начало встречи лишнее тому подтверждение. Первый период закончился со счетом 3-0. Дисциплинированный и внимательный Баев проспал атаку Касумова и оказался в роли догоняющего. Статус-кво Баев быстро восстановил и повел в счете 5-4. За 40 секунд до конца Касумов пошел в атаку и пытался вытолкнуть Баева с ковра. Давид был на грани, но смог избежать опасного положения. Далее судья останавливает встречу и дает балл в пользу Касумова, якобы за пассивную борьбу. Ситуация непонятная, потому что в момент свистка Баев был в атакующей позиции. В итоге судья поднял руку Касумову. Решение рефери пытался оспорить Хетаг Газюмов, но внятного ответа так и не получил. Это были первые капли холодного душа для остинских болельщиков.
В олимпийском весе до 65 килограммов пытался доказать свою профпригодность Сослан Рамонов. Он двигался к финалу уверенными темпами. Одолев в 1:16 Магомедрасул Идрисова, Рамонов продемонстрировал свою готовность. Последней преградой в полуфинале был бурят Даша Шарастепанов, которого он победил со счетом 5-1. В финале Сослану Рамонову противостоял Курбан Шираев. Месяц назад эти спортсмены уже встречались в финале турнира Аланы, тогда сильнее оказался Рамонов. На сей раз оба спортсмена избрали сугубо оборонительную тактику. Получив по баллу за пассив, встреча близилась к концу. Последнее предупреждение получил Шираев, поэтому тающее на глазах время было на руку Рамонову. Но за 10 секунд до конца борец из Дагестана бросается в атаку и зарабатывает 2 балла. За весь турнир Рамонов допустил всего одну ошибку, и она оказалась фатальной. На этом неудачи наших вольников не закончились. В третий день соревнований зрители ждали выступления в весе Сайтиева. Напомню, что в этом весе самая сильная конкуренция – 3 чемпиона мира и перспективный Разамбек Жамалов. На стадии четвертьфинала Цаболов встретился с Магомедрасул Газимагомедовым. Первым атакующий выпад сделал Хетик. Забрав 2 балла, он спокойно выиграл первую половину встречи. Во втором периоде Цаболов был также активен, но, к сожалению, в одном из эпизодов не смог отбросить ноги, и соперник воспользовался ошибкой. Равный счет провоцировал Цаболова на атаку, так как преимущество по последнему действию было за оппонентом. Цаболов рисковал, но ничего не вышло. Забегая вперед, скажем, что остинским болельщикам расстраиваться больше не пришлось. Осетия славится богатырями, и чем больше вес, тем больше остинских представителей. В 86 килограммов их было сразу 4. В финал пробился чемпион Европы Артур Найфонов, где он встретился с Даурен Куруглиевым. Так как оба значились фаворитами, их предусмотрительно развели в турнирной сетке. Финальная схватка проходила в кромешной тишине, слышны были только подсказки наставника Артура, Тотраза Арчегова. Результативных действий за 6 минут зритель так и не увидел. Сначала оба получили по баллу за пассив соперника, а после Куруглиев был наказан штрафным очком за неспортивное поведение. Надо признать, Даурен боролся очень грязно, чем вызывал негодование болельщиков. В итоге Найфонов вышел победителем, одолев Куруглиева 3-й раз подряд. Победную эстафету подхватил Батырбек Цакулов, уверенно одолев Магомеда Курбанова со счетом 4-2. На решающую схватку остинский вольник выходил, излучая уверенность. Его оппонент Алихан Джабраилов фактически считается первым номером в российской сборной. Однако Цакулов ничуть не стушевался и по-спортивному нагло атаковал и добивался желаемого результата. Теперь Цакулову предстоит поездка на чемпионат Европы, и для того, чтобы обратить на себя внимание, необходимо побеждать на международных стартах. В весовой категории до 97 килограммов в отсутствии Садулаева очевидным фаворитом был Владислав Бойцаев. Подопечный Цезаря Кибилова не испытывал особых проблем и добрался до финала. В решающей встрече ему противостоял борец из Дагестана Магомедхан Магомедов. В отличие от остальных схваток, это заставило болельщиков немного понервничать. Первый период остался за Магомедовым 3-0. Во втором, несмотря на результативные атаки, разница в счете не изменилась. За 30 секунд до конца встречи Бойцаев проводит хорошо подготовленную атаку, после чего накатывает Магомедова и побеждает. При подведении итогов турнира одолевают смешанные чувства. Из 10 финалов в 6 принимали участие остинские борцы. Больше всего медалей высшей пробы завоевали именно остинская сборная. Они привезут 4 золота. Но тем не менее, впервые за долгое время в весовой категории до 79 килограммов на пьедестале не было наших борцов. Хотя призовые места наших лидеров Баева, Цаболова и Рамонова наверняка расстроили болельщиков. Но именно в этой ситуации им необходима поддержка. Наш олимпийский чемпион прибавляет от турнира к турниру. Баев оступился, но уж лучше тут, чем на международном старте.
А что касается Цабулова, то его поражение сделает его по-спортивному злым, и на России Хетик будет бороться как в последний раз. Там-то и выяснится, кто лучший в весе Сайтиева. Георгий Гасиев, Татаркан Гукаев, спортивный интерес. Ну а сегодняшний гость – настоящая легенда автоспорта, российский автогонщик, заслуженный мастер спорта России и уже двукратный чемпион ралли-Дакар в зачете грузовиков Андрей Олегович Каргинов. Здравствуйте, Андрей Олегович. Спасибо большое, что уделили нам сегодня свое время и внимание. И с победой, с безоговорочной победой. Спасибо большое, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот прошло совсем немного времени с Дакар 2020. Успели уже осознать, что вы сделали, свою победу? На самом деле, действительно, эмоции до сих пор переполняют. Хоть и финиш был уже какое-то время назад, но Дакар для нас это основное событие в году, к которому мы готовимся скрупулезно, улучшаем технику, улучшаем свое физическое состояние. И, как говорится, мы в начале года сдаем экзамен, и в течение года обеспечим себе рабочий год следующий. С этой задачей мы справилась команда, благодаря нашим партнерам, болельщикам, благодаря всем, кто болел за нас. Поэтому тяжело отойти от эмоций, действительно, они еще до сих пор присутствуют. А сколько обычно требуется времени, чтобы осознать свою победу, что я сделал? Наверное, весь год наслаждаешься тем, что действительно ты сделал, и сделал экипаж, сделала команда, и к этому невозможно привыкнуть. Андрей, а скажите, пожалуйста, впервые гонки проходили в Саудовской Аравии. Какие основные впечатления от организации, от самой страны, от трассы? Действительно, наша категория ралли-рейды, она отличается тем, что мы помимо того, что боремся с секундной стрелкой на трассе, пытаемся показать свой спортивный результат, мы еще и косвенным образом общаемся с населением, с обычаями, вообще со страной. Действительно, до последнего времени была одна из самых закрытых стран в мире. Буквально недавно открылись ее ворота, пошел первый поток туристов, бизнесменов, наверное, в какой-то степени. И мы ехали с каким-то трепетом, что-то новое, ожидали, что посмотрели несколько фильмов, вообще как страна живет, и пытались, конечно, подстроиться под некоторые обычаи. Но на самом деле, как оказалось, страна действительно намного открытий. Видно, что люди гостеприимные, жизнерадостные. Очень часто, кстати, я сравнивал с Кавказом, когда приезжаешь на Кавказ, и действительно это кавказское гостеприимство, оно всегда отличалось. И примерно то же самое. И видно, что люди вообще неравнодушны к спорту, к автомобильному спорту. Были видны глаза местного населения, когда видят спортивные автомобили, и когда видят грузовик, конечно, мчащийся по бездорожью, это вызывает у любого человека эмоции, тем более там. Поэтому с удовольствием поедем еще раз в эту страну и покажем, на что мы способны. А фанаты уже успели там появиться среди местного населения? Действительно, подходили люди перед стартом, мы можем общаться, контактировать с людьми, которые присутствуют, это не запрещено, из местного населения, не поздравляли, а жали руку и вызывали, видно, в их глазах было взгляд восхищения, что действительно они впервые столкнулись с мировыми звездами. Я не говорю конкретно про нашу команду, вообще про участников, про спортсменов, тех же мотоциклистов, квадроциклов, категория джипов. И действительно это было очень приятно. А что оказалось самым сложным в ходе гонки лично для вас? Запомнился один из спецучастков, точнее последние 100 километров его финиша, когда организаторы нас загнали, скажем, в каменистую окрестность, но это были не те острые камни, по которым приходилось нам каждый день ездить и переть шины, а это были буквально огромные валуны, по которым грузовик просто мог еле-еле передвигаться, не говоря о том, чтобы ехать по ним быстро. Мы переживали, что мы можем задеть какие-то части автомобиля. Это мост приводной, это раздаточная коробка, это наиболее низкие узлы агрегата расположены в грузовике. С трудом пробирались и не понимали, как джипы могут ездить по таким камням. И действительно, на финише этого спецучастка многие говорили, что это одни из самых сложных 100 километров, которые приходилось испытать вообще за историю Дакара, за историю участия в Дакаре. А вас разве это может напугать? Мы вспоминаем знаменитую фотографию, как вы финишировали на 3 колесах. Как это вообще возможно? Организаторы Дакара
стараются каждый год придумать что-то новое и новое, и чтобы каждая гонка была запоминающей. И действительно им это каждый год удается, и они могут удивить сложностью трасс. Я уже не говорю о пейзажах, к которым мы приезжаем, к сожалению, их не удается увидеть, только потом где-то по фотографиям, по какому-то любительскому видео выложенному. Вот. А то, что происходит на трассе, действительно очень и очень сложно. Много шин меняете в ходе гонки? Эта гонка особенно запомнилась, потому что мы понимали, что в какой регион едем, что будут каменистые спецучастки, а где как камни, острые камни, это повышенный расход шин. Даже учитывая это, мы взяли запасом шин. Даже учитывая, что мы взяли запасом шин, мы буквально до последнего дня с трудом уложились в тот расход шин, который был на самом деле очень огромный износ шин. Андрей Олегович, очень много правил в рамках этого Дакар. Тяжело соблюдать все эти правила? Действительно, существует свод правил, регламент так называемый, правила игры, по-простому говоря, по которым ты обязан играть. И очень много нюансов, когда действительно ты не имеешь права что-то нарушить, потому что за любое нарушение это самое страшное для нас. Это временной штраф идет, наложение штрафных минут, ну и, естественно, денежный штраф. Конечно, мы знаем все правила, не то что стараемся их соблюдать, мы их соблюдаем, естественно. Вот, и, конечно, это недопустимо, что ты можешь что-то сделать в упор правила. Сейчас у команды КамАЗ-Мастер реальное безоговорочное лидерство. Из 4 мест 3 – это место команды КамАЗ-Мастер. А скажите, пожалуйста, за счет чего этого удалось добиться? Естественно, каждая победа, она дается очень сложно, и я считаю, одной из составляющих и главной причиной успешного выступления – это огромный опыт команды. Все-таки 31 год исполнилось команде. И, естественно, за все это время сформировался какая-то своя стратегия. Это и командная тактика, которая всегда выручала нас. У нас 4 экипажа, 4 полноценных экипажа. И перед стартом гонки все имеют одинаковые шансы приехать к подиуму на том месте, которое он действительно может показать. Да, в ходе гонки складывается определенный уже расклад, у кого-то получается чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Тот, у кого менее значимый результат, тот начинает помогать уже более сильному экипажу, идущему. Где-то страховать его могут, где-то еще что-то. То есть каждый день за день до старта мы обсуждаем стратегию следующего дня, и исходя из результатов предыдущего дня уже есть какой-то расклад, как и в каких ситуациях данный экипаж будет действовать на гонке. Естественно, вот это все и приносит плоды. И самое главное, что побеждает КамАЗ, если там будет чья-то фамилия уже конкретно, то это уже частый случай. Ну, то есть это идет абсолютно командная работа? Безусловно, самая главная задача стоит, что победил КамАЗ. Тот, у кого это более лучше получится, у того экипажа, наверное, больше этого заслуживает. А вот Дакар же довольно опасная трасса. Мы знаем, что 2 мотогонщика, к сожалению, не доехали до финиша здоровыми, живыми. Скажите, пожалуйста, удается ли абстрагироваться от мысли об опасности и не думать о том, что могло бы произойти и что произошло с этими ребятами? Действительно, да, за ту историю, которая существует в Дакаре, 42-й Дакар, по-моему, проводился, и, насколько я знаю, уже за 60 смертей перевалило, есть такая печальная статистика. Вот. Но, тем не менее, это Дакар, поэтому, может быть, людей это и притягивает. Я часто сравниваю с людьми, которые идут в горы, идут в сложные горы, тоже взять Эверест. И я думаю, что многие понимают, что это может быть поход в одну сторону, что обратно может не вернуться. Наверное, вот эта острота ощущений, вот этот риск и притягивает людей, испытать себя, в первую очередь себя испытать, самому себе доказать, что, на что ты способен. Вот. И я часто видел на финише Дакара уже все гонки взрослых людей, мужчин, у которых просто намокали глаза от того, только от одного, что они просто добрались до финиша, просто испытали себя и показали, на что они способны. Но, естественно, если ты показываешь более высокий результат, забираешься на подиум, естественно, эмоции в разы усиливаются, и эмоции переполняют. Поэтому, наверное, как-то так.
Я прочитала, что одно из ваших хобби – это как раз мотоспорт. Не было ли мыслей попробовать себя на Дакаре на мотоциклах? У меня маленько другой класс мотоциклов. Это не мотоциклы по бездорожью, это шоссейно-кольцевые мотоциклы, спортивные, скажем так, которые ездят только по асфальту. И я больше увлекаюсь любительской, наверное, ездой. Ни в коем случае не экстремальной, потому что если пытаться показать результат на мотоцикле, это очень травмоопасно, как показывает практика, и, естественно, мы себе такого позволить не можем. Как говорят у нас в команде, наше здоровье нам не принадлежит. Поэтому все то, что мы занимаемся помимо нашей работы, естественно, оно как можно менее экстремальное, менее, уже, скажем так, навредит здоровью. Читала также, что в этом Дакаре принял участие легенда Формулы-1 Фернандо Алонсо. Это реально перейти, вот, например, с той же формулы в Дакар в разряд грузовиков? Действительно, есть такая статистика, что со многих автокатегорий люди приходят в нашу категорию, в ралли-рейдов, и это очень, скажем так, может быть, интересно, может быть, почетно для нас, что все-таки мировые звезды решают проверить себя, опять же таки, на выносливость, проверить свои силы, проверить экипажи, технику и показать максимально возможный результат. Да, немногим это удается, потому что все-таки нашу категорию в основном отличает это период, это 2 недели, 12 дней, 12 спецучастков, на которые ты должен правильно распределить силы техники. Все-таки техника тоже изнашивается, и с каждым днем, скажем, ресурс ее уменьшается. Многие приходящие с других видов пытаются сразу с первых метров показать, на что они способны, что могут быстро ехать, но к сожалению, всех это удается. Поэтому очень специфические наши ралли-рейды, наша категория автоспорта, и очень правильно в ней распределить силы. Хочется поговорить про сам КАМАЗ. Видела ваши кабины, это больше похоже на какой-то космический корабль. Трубочки, кнопочки, коробка-автомат, которая меняется на механическую. Как удается за всем следить, за всеми показателями? Когда переключается с автомата на механику, как? При всем большом размере КАМАЗа, при всем большом его весе, каждая деталь, которая у нас устанавливается, она имеет свое значение. Поверьте, ни грамма лишнего у нас нет в автомобиле. И борьба за вес у нас идет очень строго. 8,5 тонн ограничений по весу, мы не можем весить меньше этой цифры в категории грузовиков. И, естественно, мы стремимся к этой цифре, потому что это спортивная составляющая. И все то, что находится у нас в кабине, все имеет свою функцию, свое назначение, скажем так. Естественно, это все делается удобным для нас, все эти, как говорят, эти кнопочки, переключания, все делается, чтобы было удобно, под рукой, легкодоступно, и своевременно можно было это использовать. Да, у нас автомобиль все больше и больше электрифицирован, наверное, так сказать, больше электроники в нем применяется. Но, тем не менее, человеческую составляющую никто не отменял, и все-таки грузовиком управляет экипаж. В частности, пилот делает свою работу, штурман выполняет свою работу, но механик следит за выполнением всех этих механизмов, за работой всего механизма, всего КАМАЗа. А вот если возвращаться к коробке передач, можете нам, вот такому профану, как я, объяснить, когда надо переходить на механическое управление? В основном мы переходим на механическое управление, это где-то в тяжелых дюнах, где не нужно включение следующей передачи. Поэтому очень такой специфический отрезок трасс, который включает наши ралли-рейды, а это и просто песчаные дороги, это скоростные дороги, это каменистые дороги, это какие-то ущелья, это грязь просто и так далее. То есть все то разнообразие, но небольшой кусок, где нам нужно механическое управление. Еще один нюанс кабины – это трубочки с водой, с минеральными добавками. Как удается в ходе гонки, где вас так трясет, надо за всем следить, успевать выпить, и что там на самом деле интересное в этих трубочках? Я знаю, что мой экипаж, лично я, мы пьем только простую обыкновенную воду. Единственное, мы добавляем льда туда, смешаем его просто с водой, чтобы в течение спецучастка, в течение гонки за весь день вода была прохладной и
пить прохладную воду намного приятнее, чем теплую. Вот, это обыкновенная пластиковая трубочка, которая находится под рукой на липе, и в течение спецучастка, в течение дня, если я почувствовал жажду, просто берешь ее в рот, зажимаешь зубами через шлем, какое-то, вот, грубо говоря, какое-то время едешь и пытаешься выпить. Да, это требует определенных навыков, определенного умения, потому что просто сглотнуть воду, когда тебя трясет очень сильно, но это тяжело. Бывает так, что эту трубку держишь намного дольше, чем ты можешь попить, потому что ты физически не можешь проглотить ту воду, которая уже у тебя находится во рту, и нужно проехать эти неровности, скажем так, и потом уже сделать глоток. Ну, вот такие вот нюансы у нас существуют. А еще вопрос тоже, наверное, интересует многих. Какая максимальная скорость, которую вам удавалось развить в ходе Дакара? В категории грузовиков наша категория с организаторами ограничена, она 140 км в час, и мы не можем ее превышать. Вот. Вообще физически наш автомобиль может двигаться 167 км в час примерно. Вот. Но так как нас ограничили из-за безопасности этой скоростью, естественно, мы больше 140 км в час не двигаемся. Ну, даже 1 километр, да, нельзя превышать, насколько я понимаю? Превышение на 1 километр идет сразу штрафные санкции, это и временные, и денежные наказания. А ноги не устают держать эту педаль на одном уровне? Как это вообще? Вот у нас был, опять же, из рекордных длиной протяженностью участок на этом Дакаре, когда мы ехали со скоростью 140-0 в течение 45 километров. И под конец уже действительно начинает затекать нога. И уже шутливо штурману говорю: давай, пожалуйста, какие-нибудь неровности, хотя бы, чтобы я где-то, может быть, подсбросился, потому что это, оказывается, тоже требует определенных навыков, как показывает практика. Но это автоспорт, и все находятся в одинаковых условиях, все без исключения участников проходят одну и ту же трассу. Поэтому тот, кто лучше справился с этой ситуацией, тот, наверное, побеждает. Вы говорите, все находятся в одинаковых условиях, но при этом соперники любят поныть, что КАМАЗ сейчас недосягаем, у них какие-то суперкрутые разработки. Что можете на это ответить? Поверьте мне, зачастую мы в роли догоняющих. Наверное, каждый проигравший ищет какую-то отговорку, как-то, может быть, и только сильный проигравший, наверное, в первую очередь разбирается в себе, почему он проиграл. Да, в чем-то мы впереди идем, в чем-то мы наравне, в основном мы наравне, в чем-то мы проигрываем, но вот те качества, которые ты уже говорил, это история команды, многолетний опыт, это командная тактика, это то, что мы русские духом, вот это, наверное, в первую очередь побеждает. Естественно, техническая составляющая имеет огромное значение. В течение года мы очень много испытываем, что-то делаем. Бывает, что мы попадаем, да, это все хорошо зафиксировали. Вот, бывает, что наоборот мы делаем шаг назад, и нужно все это как-то еще более тщательно пересматривать. Но это автоспорт, опять же, все находятся в одинаковых условиях. А правда ли, что в Дакаре нету призовых денежных как таковых? Мы заводская команда, и самым большим нашим достижением, самой большой нашей наградой являются, конечно, те бедуины, те призы, которые мы привозим за первое место. Естественно, и никакие, наверное, денежные средства не сравнятся с этой наградой. Андрей Олегович, не могу не спросить про Осетию. Знаю, что в 2014, по-моему, году вы получили медаль во славу Осетии. Какие у вас вообще отношения с нашей республикой? Удается приезжать? Были ли здесь вообще когда-нибудь? Я всегда, где получается, всегда горжусь, что мои корни уходят в Осетию, Владикавказ. Да, я не родом оттуда, но мой папа родом оттуда. А папа, можно сказать, это тот человек, который меня сделал, который в свое время привел в 8-летнем возрасте в наш местный карт-клуб, который меня, скажем, заразил бензином вот этим и так далее. Наверное, как правильно говорится, вместо крови течет бензин. И, естественно, тот, который меня воспитал как человека в первую очередь и как спортсмена, как, уже профессионального спортсмена. Естественно, я с удовольствием, когда меня поздравляют соседи, где-то на дороге даже бывает едешь, видишь 15-й регион родной, тем более у нас 16-й регион, всего лишь отличается на одну цифру. Естественно, с теплотой, с душой общаешься с людьми, передаешь привет, и бывает мне передают. Это очень приятно, и я не перестаю гордиться этим. И, конечно, если получится посетить республику, я с удовольствием сделаю. Ну, тогда мы вас хотим пригласить к нам, обещаем хорошо встретить и показать наши трассы, которые, быть может, вам тоже понравятся.
Спасибо большое за приглашение. С удовольствием. Спасибо вам большое за уделенное время. И еще раз с победой. Надеемся, не последней. Спасибо большое. Спасибо, что болеете, переживаете. Это наша с вами общая награда. Спасибо. Спасибо. Друзья, мы снова с вами. И я хочу поговорить о футболе, а точнее об Алании. Вы ждете продолжения сезона? Лично я очень жду и болею за наших. Они ведь заставили нас снова поверить в себя. О подготовке к сезону расскажет мой коллега Азамат Асламурзаев. Зимний перерыв близится к своему апогею. Владикавказская Алания на прошлой неделе начала готовиться ко второй части сезона. 2019 год для клуба стал переломным. В июле Владимир Габулов стал президентом команды и занялся ее возрождением. Клубу вернули прежнее название Алания. Отметим, что Спартак Владикавказ, который сейчас принимает участие в чемпионате ПФЛ, это уже новый клуб. Алания перешла в частные руки, владельцем стал Владимир Гуриев. Несмотря на положительный ход событий, старт команды в чемпионате оказался провальным. По ходу матча Алания осталась девятером и уступила с минимальным счетом сопернику из Дагестана. Затем Алания уступила еще дважды. Задача перед главным тренером Спартаком Гогниевым стояла не из легких. Ему нужно было сплотить коллектив, тактически подобрать комфортную схему и наладить быстрый переход мяча из обороны в атаку. Судя по последующим результатам, ему это удалось. Наблюдать за игрой родной команды было одно удовольствие. Футболисты выкладывались на все 100 в каждом матче. В итоге Алания завершила первую часть чемпионата на второй строчке в турнирной таблице. Отметим, что команда практически полностью состоит из местных воспитанников. Аналогичная политика и у испанской команды Атлетик из Бильбао. За команду выступают исключительно баски. Знаменателен тот факт, что Алания договорилась о сотрудничестве с этим клубом. Это несомненно скажется на квалификации тренерского штаба. У меня есть представление, какую пользу мы сможем извлечь из этого сотрудничества. Думаю, здесь можно выстроить такую футбольную структуру, которая в будущем будет выпускать профессиональных футболистов. Несомненно, один из важнейших трансферов – приход Азамата Засеева из Уфы. Он стал настоящей каменной стеной нашей команды и по праву носит капитанскую повязку. Об этом говорит и показатель пропущенных мячей. В 18 матчах Алания пропустила всего лишь 13. Это второй показатель в чемпионате, что не может не вызывать восхищения. Засеев добавляет уверенности и молодым ребятам. Сам капитан нашей команды от второй части чемпионата ждет только максимального результата. Мы готовимся к чемпионату, мы все понимаем, что у нас предстоят очень важные матчи, в которых нужно набирать максимум очков, занимать первое место. Для этого мы плодотворно работаем. Вот. Ну, не скажу, что легко, но пока и не тяжело. Пока главный тренер вместе со своими помощниками претензий никому не предъявляет, значит все нормально. Заметно, насколько прибавили в качестве игры Алом Бутаев и Давид Шавлохов. Ребята не стесняются брать игру на себя и идти вперед. Полузащита команды во главе с одним из лидеров Бутой Магомедовым выполняет свои функции на высшем уровне. Мяч молниеносно доставляется в атакующую фазу. Такими быстрыми развитиями Алания напоминает мадридский Реал времен Галактикос. Что касается атакующей линии, здесь у главного тренера команды порой настоящая головоломка. Иногда не знаешь, кого выпускать и кто себя проявит лучше. Но все-таки ключевым звеном и лучшим бомбардиром в команде является Батрас Хадарцев. На счету нашей команды 50 забитых мячей, лучший показатель в лиге. Совсем недавно Алания начала подготовку к весенней части чемпионата. Команда тренируется на базе клуба, которая в скором времени будет реконструирована. По замыслу дизайнеров и архитекторов она должна соответствовать современным стандартам. Презентация нового проекта базы уже состоялась.
Между тем, 3 февраля клуб во главе с тренерским штабом отправится на тренировочные сборы на побережье Черного моря. Команда проведет ряд контрольных матчей. Соперники пока неизвестны. Вместе с основным составом поедут и некоторые игроки Владикавказского «Спартака». Ребята получат шанс проявить себя и пополнить ряды Алании. О возможности привлечения игроков из российских команд говорит и сам «Спартак» Гогниев. Во-первых, мы всегда смотрим новичков потенциальных, мы просматриваем и нашу лигу, и высшие лиги, но на данный момент наши футболисты доказали свою состоятельность, и на данный момент пока никто не появится. Конечно же, ни один из тренеров никогда не откажется, если футболист, который приходит, он должен усиливать, и если будет на 2 головы выше наших футболистов, конечно, мы будем думать. Дебютный матч в новом году Алания проведет дома. Соперником станет Краснодар-3. В первом круге команды разошлись миром. Следом ждет выезд в гости к главному конкуренту, где победа красно-желтых может стать ключевой в борьбе за выход в ФНЛ. Азамат Асламурзаев, Татаркан Гукаев, «Спортивный интерес». Время нашей передачи на исходе, и, к сожалению, мое время на этом телеканале тоже. Спасибо большое, что вы были весь этот год со мной. Берегите себя, болейте за наших и занимайтесь спортом в кроссовках. Я с вами прощаюсь, друзья. Пока-пока.